Считанные дни до главного политического события России – единого дня голосования. Карабулак, как и вся страна, занят последними приготовлениями. Потенциальных избирателей здесь насчитывается более 15 тысяч человек. Депутатских мандатов в городе – 20. На территории города проходят выборы по пропорциональной системе, это по партийным спискам. Это 4 партии у нас будут участвовать в выборах. Это КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и Единая Россия. Это, в общем, это 43 кандидатов, 25 кандидатов от Единой России и по 6 кандидатов от остальных этих 3 партий. Чтобы выборы проходили без нарушений, некоторые участки будут оборудованы передовой техникой, комплексами обработки избирательных бюллетеней. На 2 участках установят 2 КАИБа. Они призваны обеспечить точность подсчета голосов, а значит прозрачность выборов. Сначала мы устанавливаем текущую дату, эта дата, время и голосование, как устанавливается. Она автоматически подсчитывает бюллетени у нас. Особо любой, кто знает пользоваться мобильным телефоном, ему удобно будет с ним пользоваться. В Карабулаке в день выборов свои двери откроют порядка 8 избирательных участков, которые будут работать с 8 часов утра до 8 вечера. Один из них находится на территории местной гимназии. В ИКе номер 202 практически все готово к приему своих избирателей. Сейчас комиссия занята последними приготовлениями, подготовкой пригласительных и установкой урн для голосования. Этот ВИК в день выборов планирует принять 1567 потенциальных избирателей. Задача избирательного участка входит, естественно, раздача пригласительных. Мы занимались сегодня тоже пригласительными, мы их подписали. Сегодня уже девочки будут разносить пригласительные по избирательным, то есть по адресам. Также у нас, начиная с пятницы, уже мы будем работать с бюллетенями, там подписи должны расставить и, естественно, оформлять участок, в котором мы будем заседать. В самом городе тоже провели необходимую работу для удобства избирателей. Расклеены плакаты о предстоящих выборах с информацией о кандидатах и дате проведения голосования. А до 8 сентября остается совсем немного времени. 8 сентября день голосования, единый день голосования в Российской Федерации, а значит и у нас в Ингушетии. И вот сегодня избирательные участки для голосования готовы, и в нашем здании участок готов, и республика готова к выборам. Только бы люди пришли активно отдать свой голос, за кого они желают выбрать депутатом. Ну, я бы что сказал. Хотелось бы, чтобы побольше эти люди, которые хотят избираться, чтобы они выступали со своими программами, со своими задачами, со своими видениями, чтобы улучшить жизнь наших людей в республике. Ведь глава же сегодня говорит, каждый день говорит, что главное в нашей республике – это улучшить благосостояние людей, он говорит. Улучшить благосостояние людей. А что важнее этого? Ничего нет. Поэтому хотелось бы, чтобы людей, которые мы будем избирать, чтобы они только для благосостояния людей и работали. Всегда пассивное отношение к тем или иным событиям, происходящим в обществе, в семье, в фамилии, приводит к тому, что кто-то другой начинает руководить процессом, управлять процессом. Это проигрышная, это пораженческая позиция. Легче всего отсидеться дома, имея свое мнение, ничего о нем, никак его не транслировать. Намного сложнее отстаивать собственную позицию, свое мнение. Поэтому, на мой взгляд, если мы граждане этой республики, мы должны пойти на выборы и заявить о своей позиции гражданской, внутриреспубликанской, национальной, это сейчас уже можно говорить долго по этому поводу, но, по крайней мере, пассивными, если мы хотим влиять на процессы, происходящие в республике, мы оставаться не должны. Мне кажется, что выборы – это самый главный такой, можно сказать, демократический процесс, который позволяет гражданину данного государства, любого государства, сделать свой выбор, участвовать в этом. И мне кажется, это очень важно. На выборы надо сходить обязательно, потому что от этого будет зависеть
кто будет выбран. В нашей республике 127 участков избирательной комиссии и 823 депутатских мандатов. Выборы – высшее проявление демократии, а значит, каждый совершеннолетний гражданин обязан в этот день прийти на избирательный участок и свободно проголосовать за ту политическую силу, которой доверяет. Напомню, что также в этот день парламент республики будет выбирать главу Ингушетии. Тамара Хашагульгова, Ахмед Гандаров, Новости 24.